Родные крымских политзаключенных рассказали о своей жизни без родственников. В Киеве прошла пресс-конференция, на которой жена Али Асанова и отец Мустафы Дегерменджи, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014-го, рассказали, что подсудимые находятся в ужасных санитарных условиях. Ильнара Асанова, мать 4 детей, водит их на все заседания суда, чтобы они хотя бы так видели своего отца. Бекир Дегерменджи только что вернулся из Брюсселя, где рассказал о том, как оккупационная власть относится к крымским татарам. Дети, можно сказать, практически не видятся с ним. С одной стороны, хочется брать их на судебное заседание, чтобы он хотя бы видел. Но психологически я понимаю, что им это очень тяжело. Просто уже тяжелее становится им объяснить, где он и почему его нет с нами. Когда я начинаю говорить, что наш бабашка, они начинают говорить «герой». Вот так вот говорю. 4-й ребенок вообще не знает, кто у него отец и какой он, можно так сказать. А те 3, конечно, очень сильно скучают, потому что у нас Мухаммед, это мой 2-й ребенок, он постоянно был с Али, постоянно он вместе с ним. И это ему очень тяжело. Они все делают для того, чтобы сломить его, и попутно и нас сломить, крымских татар. Но мы не для того возвращались столько лет, 70 лет. Наоборот, они нас сплотили вот этими своими действиями. На каждое действие есть противодействие. Мы сплотились. Вы просто не представляете, как нам поддержку дают люди. На суды приходят и материально, и морально нас поддерживают. У нас, как его арестовали, сразу сказали, если он даст показания против Чайгоза, его освободят. Но с Чайгозом он познакомился на суде. На сегодняшний день действительно в СИЗО сидит 22 политических заключенных. И с каждым днем добавляются люди. А информации очень мало. На сегодняшний день уже пошла карательная медицина. То есть людей сажают в психиатрические больницы. И об этом тоже очень мало говорят.